Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Туристический сезон в Турции из-за распространения коронавируса сначала в стране разрешат внутренний туризм, и только потом Турция распахнет двери для иностранцев. Пользуясь случаем, мы в сегодняшней программе вас познакомим с известной как в Кыргызстане, так и в Турции курортной зоной Кушадасы. Прежде чем рассказать о Кушадасы, позвольте представить вашему вниманию беседу с губернатором провинции Айдын, которая входит в состав этого района Кушадасы, Явузом Селимом Пожгером. Hoş gördük sizleri. Bugün sizin misafiriniziz. Türkiye topraklarındayız. Bizim dede baba topraklarımızda, bizim güvenç yerimiz olan Türkiye'mizdeyiz. Burada sizleri görmekten çok mutluyuz. Bugün biz Aydın şehrindeyiz, değil mi? Evet, Aydın'dayız. Aydın hakkında neler anlatabilirsiniz efendim? Evet, Aydın, hoş geldiniz öncelikle Aydın'a. Aydın Türkiye'deki 81 vilayetten birisi. Ege kıyılarında. Губернатор тепло принимал нас и приветствовал наших кыргызстанцев. Я рад приветствовать вас, хочу познакомить с провинцией Айдын. Провинция Айдын в Турции – это небольшая область на побережье Эгейского моря между Измиром на севере, Денизли на востоке и Муглой на юге. Численность населения около 2 миллионов человек. В составе провинции Айдын 17 районов. Провинция Айдын знаменита инжиром, крупнейшей в Турции площади инжира. Айдын является ведущим производителем инжира в Турции и экспортером сушеного инжира во всем мире. Ежегодное производство Турции примерно 50 тысяч тонн сушеной ягоды. Почти все из Айдына. Здесь выращивают 271 сорт фиговых деревьев. Выращиваются также фрукты, оливки, зерно, хлопок, табак. У нас есть рекордное количество оливковых деревьев – 250 миллионов. Айдын производит маслины из разновидностей мемичик, мансалья и гемлике, а также каштаны, хлопок, цитрусовые, арбузы и другие фрукты. Месторождение медных, железных и мышьяковых руд, лигнита, бурого угля, текстильная, пищевая промышленность, производство цемента. В провинции Айдын 22 античных города. Годовая средняя температура 15-16 градусов тепла. Даже в зиму сохраняется теплая погода. Климат характерен для региона Эгейского моря. Очень жарко летом. Основными источниками дохода являются сельское хозяйство и туризм. В туристическом плане провинция интересна прежде всего как древний регион в долине реки Большой Мендерес или Меандр по-гречески, со множеством развалин античных городов и прочими историческими древностями. Также привлекают сюда туристов многие природные объекты данной области. Главный город провинции Айдын имеет 550 отелей и интересен прежде всего расположенными неподалеку античными городами Тралес и Тирал. На побережье Эгейского моря находится знаменитый курорт Кушадасы с птичьим островом, хорошими пляжами и отелями, круизным портом и античными развалинами Неаполис и Пигела. К югу от Кушадасы, около города Давутлар, находится национальный парк Дилек с нетронутой природой, дикими животными и милыми уединенными бухточками. Также на побережье находится знаменитый курорт Дидим с античными развалинами храма Аполлона и прекрасным пляжем Алтынкум. В районе города Сёке расположены остатки античных городов Приена, Милет, Иосос, Миус, красивое озеро Бафа и морской мелководный залив Карина. В центре провинции находятся города Герменджик, Ортаклар, Инжир-Леова, Кочарлы и Кёшк с античными руинами городов Магнезия и Артасия. На юге провинции города Карпузлу и Чине с античными Алабанда, Герга и Алинда, Меандра. Biliyorsunuz biz Ortasya'dan geldik. Akayurt dediğimiz bir ülkeden geldik. Kırgızistan-Türkiye ilişkileri hakkında neler söylerdi? Anlatabilirsiniz bizim izleyicilerimize. Öncelikle biz, ben köken itibariyle Türkmenim. Türkmenistan'dan 450 yıl önce gelmişler bizimkiler. Gelmiş Konya'ya yerleşmişler. Bizim hepimizin Anadolu'daki Türklerin, Türkmenlerin, Yörüklerin kökeni Ortasya. Несколько слов о себе и о дружеских отношениях между Турцией и Кыргызстаном.
По национальности я туркмен. Мои предки 450-500 лет тому назад переехали в Турцию. Они обосновались в Конье. Откровенно могу сказать, что исторической родиной наших предков, юрюк туркменов, является Средняя Азия. Одна часть разместилась в Азербайджане, другая часть в Анатолии. Мы, турки, узбеки, кыргызы, азербайджанцы, казахи, уйгуры, исторически имели общее происхождение. Мы один народ, живущий в 6 странах. Мы гордимся этим. Сердца наших турецких братьев будут биться в унисон с нашими сердцами, как в печали, так и в радости. Мы будем прилагать совместные усилия для защиты наших общих интересов, для обеспечения благоденствия наших народов. Для этого у нас имеется достаточная политическая воля. Все это, конечно, умилительно и трогательно. Мы живем на родине всего тюркского народа. Как сказал Ататюрк, придет время, когда все тюрки объединятся. Поэтому я хочу поприветствовать всех тюркоязычных братьев. Мы друзья с вами. Между Алтаем и Средиземным морем больше 200 миллионов братьев живет. Если мы все объединимся, то мы будем очень эффективной силой в мире. Я, когда читаю на кыргызском, казахском, узбекском, 90% понимаю, потому что корни слова одинаковые. Burada Aydın'da onları misafir etmek istedim. Kırgız kardeşlerimizi, Azeri kardeşlerimizi, Kazakları, Özbekleri. Я знаю, что у вас прекрасный город Бишкек, столица Кыргызстана. Замечательная цветущая столица. Богат Кыргызстан природой и чистым воздухом. Просто изумительная природа у вас. Это страна больших возможностей. Кыргызстан – родина моего любимого Чингиза Айтматова. Я с любовью прочитал его романы, книги, чувствовал себя, как, образно говоря, в Иссык-Куле, на железнодорожной станции и в холодной зимушке. Хочу отметить, что люди Кыргызстана очень теплые, радушные, дружелюбные и гостеприимные. Я очень рад встретить вас, мои кыргызские братья, в провинции Айдын. Bahçalarda var bir heyva bir narım var. Bahçalarda var bir heyva bir narım var. Kalem kaş kara gözlü hoş bakışlı yarim var. Kalem kaş kara gözlü hoş bakışlı yarim var. Hadi gel kara göz, gel gel kara göz, yüreğimde yara gözlerine sen çara göz. Hadi gel kara göz, gel gel kara göz, yüreğimde yara gözlerine sen çara göz. Hadi gel kara göz. Yandırdı güneş beni, gün o gün ne daş beni. Yandırdı güneş beni, gün o gün. Кушадасы переводится как «птичий остров», поскольку рядом находится остров, где гнездятся птицы. Сейчас он связан с материком.
История Кушадасы насчитывает несколько тысячелетий. Многие археологические находки свидетельствуют о том, что в этих краях 5000 лет назад жил народ Лелеги. С XI века до нашей эры здесь селятся первые древнегреческие племена, в IX веке ионийцы. Тогда город был известен как малозначительный порт, обслуживающий суда, плавающие вдоль побережья Эгейского моря. Ben eskere giden de kızlar anladınız mı? 546 году до нашей эры его завоевали персы, а с 334 года до нашей эры Александр Македонский подчинил всю Анатолию, в том числе и это место. История круто изменилась в начале Средневековья. O yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı? Ben eskere giden de kızlar anladınız mı? Yayla yaylaya bakar, yayla suyundan akar. Güzel yarım dururken türkülere git bakar. Yayla yaylaya bakar, yayla suyundan akar. Güzel yarım dururken türkülere git bakar. O yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı? Ben eskere giden de... Кушадасы начал быстро развиваться, достигнув своего расцвета, стал крупным портом и торговым центром. Его рост продолжился и после захвата этих мест Османской империи в 1413 году. Турки построили много интересного, например, караван-сарай Мехмед Паши, сохранившийся до наших дней и являющийся значимой достопримечательностью. O yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı? Ne gurbete giden de kızlar anladınız mı? O yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı? Ben eskere giden de kızlar anladınız mı? Yayla yaylaya bakar, yayla suyundan akar. Güzel yarım dururken türkülere git bakar. Yayla yaylaya bakar, yayla suyundan akar. Güzel yarım dururken türkülere... В 70-х годов прошлого века история связана с туризмом. Стали строиться отели, рестораны и другая инфраструктура, превратившая город в популярный курорт, куда ежегодно приезжают тысячи туристов, в том числе и из России. Dilim ekmekle doyuyor.
zaferle dönüm Alas hayvanlarda toya geldiler Eline beline diline sahip Kalpleri nurla yoya geldiler Eline beline diline sahip Kalpleri nurla yoya geldiler Dağlar tengriydi Sübhan'dı nurlu Göklerin sesini duya geldiler Dağlar tengriydi Sübhan'dı nurlu Göklerin sesini duya geldiler Kalpleri sadıklar, dostlar yarınlar Vatanı kul sayıp canlar verenler İman atlasında postlar serenler Kardeşlik yayını gerdirmek yani El ele verirsek dağlar aşarız Kardeşlik tadıyla beşle yaşarız Mutlu hedeflere aşkla koşarız Öfkeyi nefreti durdurmak gerek Öfkeyi nefreti durdurmak gerek İkilikten iki söyler erenler Bir de birlik için Посетите городские торговые центры. Квартал Калиичи является центром отдыха и развлечений города. Современно оборудованная гавань привлекает яхтсменов. Пляж Тусан-Куштур, севернее Кушадасы, один из самых чистых пляжей.
Пусть в вашем доме всегда будет многолюдно, а казан полон. Так обычно говорят кыргызы, когда дают бата. Естественно, доброе слово исходит прямо от Аллаха. В этом слове хранится любовь к человеку. Слова, выраженные намерения сердца человека. В народе благословению придают особо важное значение и верят в его силу и благодать. Кыргызы всегда просили благословения у аксакалов, говоря: «Кто получит благословение, у того исполнятся все желания». Эта традиция и сейчас не теряет актуальность. Когда мы встретились с женщинами из Алайской долины, они благословили кыргызский и турецкий народ, чтобы в эти дни не было больше потерь от коронавируса. Больше всего их беспокоит сегодняшняя ситуация. Бүткүл дүйнөсүндөгү түрк тилдүү элдерди алай айымдар атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Жерибизде тынчтык, бейпилдик, токчулук болсун. Жалпы эле алай айымдары дүйнөсүндө тынчтыкты каалайт. Элдерибиз кайсы жерде жашабасын, мусулман элдери баардыгы бир тууган. Тилегибиз бир, оюбуз бир. Тынчтыкты каалашат. Энелердин тилеги дагы тынчтык. Жалпы эле алай айымдардын жетекчиси Бисада Сатыбалдиева. Алай айымдарынын атынан улуу бир тууган түрк элине жалындуу ысык салам. Биздин кааларыбыз, энелердин тилеги ар дайым жакшы нерседен болот, жакшы үмүттөн болот. Энелердин тилеги жерибизде ар дайым тынчтык болсун. Урматтуу түрк элинин улуу эли, биз сиздерге алай айымдары атынан чын жүрөктөн саламыбызды айтабыз. Жана сиздерге тынчтык, аманчылык, ден соолук каалайбыз. Дүйнөдө ошондой эле түрк элинде, кыргыз элинде дайыма тынчтык болсун, аманчылык болсун, элдин баардыгы ойноп күлүп тынч аман жүрө беришини жалпы алай айымдарынын атынан тилектешмин. Алай айымдары дайыма дүйнөдө тынчтыкты каалайт, дүйнөдө аманчылыкты каалайт, дайыма ушу тынчтык болуп ушундай жаркыраган жакшы заманда жүрө берели деп тилек айтамын. Амансыздарбы, урматтуу түрк бир туугандар. Биз алай айымдардын атынан сиздерге жалындуу ысык салам айтабыз. Ошондой эле заманыбыз тынч болсун, баардык жерде тынчтык болсун, баардык жерде заманыбыз тынч болсун. Бир тууган түрк туугандарга жалындуу ысык салам айтабыз. Улуу урматтуу түрк туугандар, түрк энелери, жалпы эле кыргыз элинин, кыргыз энелеринин атынан сиздерге ысык саламыбызды жолдойбуз. Биздин тилибиз бир, биздин маданиятыбыз бир, биздин динибиз бир. Жалпы эле биздин тилегибиз да бир. Ушу кыргыз менен түрктөрдүн ортосундагы достугубуз улана берсин. Жалпы эле түрк президенти Эрдоганга, жалпы эле кыргыз элинин атынан жалындуу ысык салам. Түрк элдерине тынчтыкты, амандыкты каалайбыз. Түрк элдерине согуш болбосун, түрк эли оорубасын. Бүткүл дүйнөсүнүн элдери достукта болсун, маданият кызматташтыгы зорлана берсин. Кыргыз энелеринин атынан, баатыр энелердин атынан, жалпы эле ушу тынчтыкты каалаган баардык энелердин атынан сиздерге ушу ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, дайыма достук зорлана беришин каалайм. Сирияда согуш болбосун, бүткүл дүйнөсүндө согуш болбосун. Энелердин тилеги тынчтыкты каалайт. Тынчтыкты каалайт, достукту каалайт, балдарынын аман эсен чоңоюшун каалайт. Энелердин тилеги дүйнөдөгү балдарды, кыздарды өнүгүшүн, көбөйүшүн каалайт энелер.
Şerbet diye zehir de versen bal verir. Şerbet diye zehir de versen bal verir. Ben bozkırım, sen yağmursun. Gel hadi, gel hadi, gel hadi. Kuru dalım, bana da çiçek. Ol hadi, ol hadi, ol hadi. Ben ağlayım, sen yeter ki gül hadi, gül hadi, gül hadi. Gitme sakın, kal orada biraz, kal derim. Gitme sakın, kal orada biraz, kal derim. Kilim gibi ser beni yola, ser beni, ser beni, ser beni. Garip çiğdem gibi de dağdan der beni, der beni, der beni. Bir keremden Порой кажется, что в летнем раскаленном Стамбуле нет ни одного уединенного места, где можно спастись от палящего солнца. Но на самом деле оно находится прямо в центре турецкого мегаполиса, районе Султан-Ахмет. Это цистерна-базилика, прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя, расположенное на глубине 10-12 метров. В этом огромном прохладном помещении вы не только сможете спастись от жары, но и узнаете много интересного. Сооружение было построено на месте базилики Святой Софии. Цистерна по-гречески означает водохранилище, поэтому сегодня музей так и называют «Цистерна-базилика». На 2013 год под Стамбулом найдено более 40 цистерн. В базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города. Вода доставлялась по водопроводу и акведукам, в том числе и по самому большому акведуку Стамбула – акведуку Валентина, из источников Белградского леса, расположенных в 19 километрах к северу от города. Размеры подземного сооружения 145 на 65 метров. Емкость 80 тысяч кубических метров воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн, 12 рядов по 28 колонн 8-метровой высоты. Колонны стоят на расстоянии 4 метров 80 сантиметров друг от друга. Стены толщиной 4 метра сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором. Efendim şu anda biz İstanbul'da Osmanlı döneminin su deposundayız, eski. Evet. Bununla ilgili kısa bir şeyler anlatır mısınız? Tabii. Şu anda İstanbul Çemberlitaş'tayız. Burası su sarnıçlarının olduğu yer. Yerebatan Sarayı'nı da çok andırır. Нам объясняет организатор наших культурных мероприятий в Турции, почетный президент культурного общества Юрик Төкмен, генеральный директор культурного фонда Юсуфия Юсуф Эзель. Большая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки. Часть из них состоит из одной, другие из двух деталей. У двух колонн в основании головы медузы Горгоны. Одна из них расположена вниз головой, другая повернута на бок, предположительно для того, чтобы никто не боялся окаменеть, взглянув в глаза этого чудовища. Неизвестно, откуда они привезены и какому древнему сооружению принадлежали раньше. Блок с похожей головой находится во дворе археологического музея Стамбула. Tarihimizi korumuşlar en azından. Çok güzel olmuş hem de, çok güzel olmuş, evet.
Şimdi bir tarihimize seyahat edelim ve bilgilendirelim bizim izleyicileri. İnşallah. По соседству находится бассейн желаний. Кстати, цистерна-базилика отдельно напоминает дворец, поскольку состоит из 336 9-метровых колонн. Все колонны внешне отличаются, так как были привезены из разных античных храмов. На 2 колоннах расположены мраморные головы медузы Горгоны. Историки до сих пор не могут выяснить, откуда привезены эти колонны. Кроме того, ученые точно не знают, почему одна колонна расположена вниз головой, а другая повернута на бок. Возможно, это было сделано для того, чтобы люди не боялись окаменеть, случайно посмотрев в глаза Горгоне. Ведь именно это и могло случиться, если верить мифам Древней Греции. Вода поступала в цистерну по акведукам из Белградского леса, находящегося в 19 километрах к северу от Стамбула, на побережье Черного моря. Интересно, что греки позаботились о сохранности цистерны. Во-первых, ее стены сделаны из огнеупорного кирпича толщиной 4 метра. Во-вторых, они покрыты специальным водоизоляционным раствором. Кстати, водохранилище использовалось по назначению до 16 века. Затем цистерну забросили вплоть до 80-х годов 20 века. Но в итоге водохранилище все же опорожнили и начали очищать. В 1987 году во время реставрации цистерны было удалено огромное количество грязи. Забетонирован пол, сделаны деревянные настилы, по которым сегодня ходят путешественники. Теперь цистерна красиво подсвечивается изнутри, а уровень воды в ней совсем небольшой – 40-50 сантиметров, а по дну плавают рыбы. Цистерна активно использовалась до османов. Впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено. И только в 1987 году в очищенной цистерне открылся музей. Здесь есть и свои поверья, которые очень любят туристы. Например, чтобы исполнилось ваше самое большое желание, нужно подойти к колонне слез, украшенной завитками. В один из таких узоров необходимо вставить палец и повернуть его на 360 градусов. Ну а дальше просто ждать исполнения заветной мечты. Кроме того, неподалеку расположен и бассейн желаний, куда путешественники со всего мира бросают монетки, загадывая желания.